Очень приятно, Байдмат, что ты сегодня неожиданно пришла. У нас как бы мы готовимся сейчас к одному мероприятию. У нас дети занимаются не только декоративно-прикладным искусством, изобразительным искусством. У нас направленностей очень много. Казбек ведет у нас декупаж, бумагопластику, далее ведет выжигание по дереву, также рисунок. 6 направленностей, также шахматы и шашки. Помимо этого, дети, которые посещают наши занятия, и родители очень довольны. Мы помимо этих занятий проводим дополнительно с отстающими детьми, допустим, если просят родители, по математике и по другим дисциплинам общеобразовательных школ. Я думаю, это принесет двойную пользу. Во-первых, мы их подтягиваем немножко по этим программам и развиваем в такой направленности эстетической. Вот. Мы также делаем вот такие вот работы из ракушек, из соленого теста. Как вы видите, выжигание по дереву, рисунки. Вот эти работы очень много делают дети. Вот разные техники. Техника папье-маше, техника пейп-арт. Вот. Также наши дети участвуют во всероссийских, международных, региональных, муниципальных организациях, да. Конкурсах, да? Конкурсах, да. Посмотрите, вот мы имеем грамоты, очень дипломы первой степени, грамоты. Также вот наши достижения есть, нормативные документы вот наверху, информация. Также вот наша гордость, дети, которые успевают направо. Посмотрите, вот такая вот наш стенд детей, которые учатся хорошо. Вот. Ежемесячно мы проводим музыкальные какие-то мероприятия. Ежемесячно Казбек Мухтарович проводит шашечно-шахматные турниры. Дети получают тоже первые и вторые места. Работа у нас на уровне. Но очень плохо, что нет особых таких помещений, где можно было бы еще больше развиваться. Но мы страдаем тем, что не приобретаются инструменты. У нас за свой счет приобретаем музыкальные инструменты, шахматы, шашки. И вот это что за свой счет шахматы? За свой счет. Да, за свой счет. Вот это все, что вы видите, мы это своими силами, своими... Материалы вот эти, с которым вы работаете, это все свое, да? Да. Кого? Вот у нас еще это не... Ну-ка, что там еще есть? Да вы... Так, у вас еще это кладовая, да? Мастерская, где мы не смогли сегодня, не успели все выставить. Так сколько у вас здесь богатства, сколько труда, сколько таланта. Посмотрите, у каждого человека в шкафу скелет, как говорится, а у вас такой прекрасный скелет. Надо ж столько всего, и где все это разместить? Надо сделать выставку, сделать надо. А где ж, такое огромное здание построили, дворец культуры, неужели нету для вас? Нету, вот всего 24 квадрата, мы размещаемся на одного ребенка, вот по Санпину положено как бы 3,5-4 квадратных метра. Ну вот. Если бы было, допустим, у нас чуть-чуть побольше класс, мы бы разместили 12-13 детей. А так вот мы занимаемся 2 педагога в одном классе. Я вот на синтезаторе. Друг другу, конечно, мы мешаем. Это, если бы были соответствующие условия, охват детей было бы больше. И занимались бы более содержательнее. Халимат, я извиняюсь, как ваше отчество? Хусеевна. Халимат Хусеевна Джазаева, профессиональный музыкант, гармонистка на многих конкурсах городского значения, регионального значения, областного, республиканского значения. Она выступала и занимала призовые места. Много лет преподавала в музыкальной школе. И преподает? Да, преподавала. Преподавала в музыкальной школе города Карачаевска. Очень известная гармонистка. Многие празднества, или почти все празднества, не проходили без ее участия, без ее прекрасной игры. А где ваша гармошка сегодня? Гармошка дома.
Дома? Ну, приду домой. Спасибо, Халимат, что вы такая прекрасная, делитесь своим талантом с детьми. Я послушала, как они красиво поют. Давайте еще раз на прощание споем вместе. Какую? Огонёк? Нет, ну какую хотите. Капитан. Давайте, капитана. А я делать много Да, дела. и как раз- Давайте Игоря Крутого. Давайте, потому что я вот как раз это... Да, я пою. Давайте возьмите слова, если вы не помните. Я помню капитан. Я помню капитан. Давайте Капитаны, будущие Сейчас они капитаны. исполнят песню Игоря Крутого, я пою. У нас очень репертуар обширный. Обширный? Да. Про осетинку? Нет, они не могут пока. Это в третьей школе они хорошо пели. Они долго и занимались. Я пою все слова, знаете? Да. Нет, я... А мы что, капитан или нет? Я все знаю. Найдите Ну, слова. капитан или нет? Так, я пою. Так, ну-ка, ровненько встали в ряд. Или как там, полукругом? Полукругом, чтоб я вас всех захватила. Ну-ка, 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 Так, ну-ка, ну-ка, чтобы вот так. рядышком стали друг к другу. Я пою, вот она Капитан, слова. капитан? Да, вот слова. А я помню. Раз, два, три, четыре. А я делать много-много дел могу. Я могу свистеть, как ветер на бегу. Как трава расту, как мячик прыгаю. И всегда пою, пою, пою. Я умею словно дождик слезы лить. Как ворона и лягушка говорить. Даже и когда ночью я рыбаю, все равно пою, пою, пою. Даже и когда ночью я рыбаю, все равно пою, пою, пою. Я пою про этот ветер, про это солнце, что не выйдет. Я пою про море счастья, море песен пою. Я пою про этот ветер, про это солнце, что небо светит. Я пою на белом свете, эту песню пою. Ну, мы сегодня без подготовки. Ничего, спасибо большое. Ну, наверное, на первый раз достаточно. Я получила огромное восхищение и удовольствие, что вот дети поют, творят, лепят, что-то рисуют, выжигают. И это благодаря вашей семейной, как бы, вот, как сказать, семейному преподаванию, семейному таланту вашему, Халимат, и вашего сына Казбека. Казбек, я в следующий раз побольше с тобой поговорю. Ну, а сегодня на этом достаточно, хорошо? Спасибо. Спасибо большое.